Уважаемые члены правительства, руководители органов местного самоуправления, представители СМИ и активные граждане, мы начинаем 8-е очередное пленарное заседание на тему создания реп-трека от начала до конца, сведения. Сотрудников аппарата я попрошу протокольно зафиксировать слайды с предыдущих дискуссионных площадок и продолжить обсуждение уже давно наболевших вопросов. Первый пункт повестки нашего заседания – как сделать вздохи тише. Она сидела у окна очередной съемной хаты, а он у На правах модератора хочу продемонстрировать то, как мы внутри нашей партии справляемся с поставленной задачей. Я просто вырезаю каждый вздох и делаю его тише на 12 дБ. Будучи политически мотивированным должностным лицом, я исключительно демократическим путем вырезаю каждый вздох вручную. съемной хаты, а он у компа писал свои рэп-баллады от зарплаты и до зарплаты. За долгие годы госслужбы я таки не нашел более демократичного способа делать вздохи тише. Одни плагины обрабатывали не все вздохи, а другие с бесцеремонной тоталитарностью вместе со вздохами съедали окончания и заглавные буквы слов. И до зарплаты мелькали даты. Кадровые сотрудники, если вы знаете более народовластный способ обработки вздохов, пишите в комментариях. Все ваши замечания мы обязательно учтем и включим в окончательную резолюцию. Зарплаты и до зарплаты мелькали даты. Годы пролетели, они не стали богаты. Ни карьеры, ни... Мерзкий вздох носом. От зарплаты и до зарплаты мелькали даты. Годы пролетели, они не стали богаты. Ни карьеры, ни детей. Однажды ко мне на студию пришел человек активный, деятельный и вроде бы даже партийный. Рассказывал, что участвовал в праймерис у себя в регионе. В общем, записался. Ну и, ссылаясь на свой социальный статус Underground MC, попросил вздохи сделать не тише, а громче в целых 2 раза. И я не разделил его политических предпочтений, мне не по душе оппозиционерская идеология. Переходим ко второму вопросу нашей повестки. Как выровнять бэки? Если вы записались и в определенных местах неровно расставили бэк-вокал, это не проблема. Его можно всегда пододвинуть. Думаю, тут все понятно и совет проголосует единогласно. Как правильно скопировать припев? Таким образом, чтобы его не приходилось двигать на слух. В начале лупа ставим засечку. Выделяем и копируем наш с вами припев. Вставляем припев и, ухватившись за засечку, выравниваем его по сетке. Если темп музыки совпадает с темпом проекта, операция пройдет успешно. Как обработать подголоски? На прошлом круглом столе коррекция вокала я рассказывал, каким образом его можно править. Я выбираю простой в управлении, вправду народный плагин T-Pain, настраиваю его, указываю верное политическое направление. Также я добавляю свой любимый ревербератор Valhalla. В данном случае пускаю в дело пресет Vocal Hall. Открываю его на выходе, включаю и зацениваю. И те куплеты, которые ей писал, по щеке покатилась слеза. Дальше не было дня, не было ночи, чтобы она не вспоминала его почерк. И те куплеты, которые ей писал, по щеке покатилась слеза. Как обработать воздух? Мы начнем с того, что на дорожке эйрбэков выставим Valhalla в значении минус 24. Следом мы подвесим дилей и оставим значение 0. Это на выходе. А на входе мы используем эквалайзер Pro Q. Выбираем пресет «Телефонный эффект». Эдита конденсатор на микрофоне. В один из дней Вот так будут звучать наши эйры. Следующий эйрбэк. В итоге в швейцарских банках завел счета. Нищета, перелистанная страница. Сегодня... Как расставить и обработать FX? Создаем стереодорожку, переименовываем и импортируем в проект заранее подготовленные FX-файлы. На выходе открывается Valhalla в значении минус 24, а на входной шине я юзаю либо лазерную пушку, либо фильтр High Pass. Слушаем первый спецэффект. от него уходит. Эдита конденсатор на микрофоне. В один из дней она уходит. Берет кредит iPhone и одежду
Звук айфона совпал с тональностью нашего минуса. Прикольно. Эмансипацию. Беспорядочный секс, выпивка и сигареты помогают забыть. Звон бокала и затяжка сигаретным дымом с пролетарской ненавистью. После развода с ребенком осталась одна. Дальше не было. Дальше по сценарию у нас идет диалог. Дорогая, ты куда-то собралась? Я ухожу. А когда ты вернешься? Я не вернусь. В банках завел счета. Нищета, перелистанная страница. Сегодня Ницца, а завтра другая столица. Тут я решил на заднем плане поставить работу кассового аппарата и звук взлетающего самолета. Ощутил радость, хочется творить, а в глазах старость. Думаю, тут всем все понятно. Вступайте в нашу сатанистическую секту, то есть политическую партию. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.